из разных музеев Российской Федерации. Эта идея была очень интересной, и в 2019 году в ноябре открывается в Манеже выставка «Память поколений», где были собраны картины также из собраний российских и крупных, и музеев всех уголков России, посвященных одной теме войны, теме победы. И эта выставка была посвящена вот как раз юбилею Великой Победы в 2020 году. Вообще открытие этого цикла мультимедийных выставок по всей России планировалось, конечно же, к 9 мая 2020 года. Но как мы все знаем, этого не получилось. И теперь мы приурочили открытие этой мультимедийной выставки к окончанию Второй мировой войны. Эта выставка откроется у нас 3 сентября. Просим, пожалуйста, тоже вас быть на открытии официальном. И простоит вот эта выставка в этой экспозиции до ноября 2020 года. Но посмотрим по посещаемости, может быть, даже мы ее продлим. Сама выставка, вот эта вот мультимедийная выставка, да, продолжает идею исторических парков «Россия. Моя история». Да? Вы уже, наверное, были в экспозициях, и вы знаете, что здесь весь контент представлен видео и цифровых материалов. Здесь такая же система. Здесь представлены цифровые копии известных картин о войне. Некоторые картины здесь анимированы. И это был очень большой, грандиозный, даже я сказала, труд, который привлекали более 500 специалистов по технологиям. Работа эта длилась почти целый год. Все эти картины были оцифрованы, понимаете, да? И также была собран очень большой пласт информации, как о самих художниках, картинах, условиях, в которых они были написаны, так и о исторических фактах. В каждом зале, их у нас 8, представлены сами картины, информация о них. Также есть у нас, если вы посмотрите, на нескольких передачах, отдельная рубрика «Мифы о войне». Да? Посмотрите. И эти 8 залов они охватывают в начале хронологически, да? Начало войны, фронт, оккупация, и затем мы переходим к творчеству художников, которые не видели и участвовали в самой войне. Это послевоенная. И художники, это начиная с 50-х годов прошлого века и заканчивая 21 века. Да? То есть самое непосредственно наши ровесники переосмысливали эти факты и чувства о войне и победе. Здесь вы можете видеть, как известные всем картины, которые мы знаем и изучили, так и неизвестных художников, которые были найдены даже в самых небольших музеях Российской Федерации. Сегодня вам проведет экскурсию наш специалист Наталья Дмитриевна Мординова. Вы можете побывать на экскурсии. Экскурсии мы предлагаем всем посетителям. Надо сказать, что вход у нас будет платный, такой же, как и во всей экспозиции нашего парка. А также наши гости могут
могут воспользоваться аудиогидом. Там как раз у входа стоит плакат, можете найти там QR-код, закачать приложение EasyTravel и уже самостоятельно пройтись по залам нашей новой выставки. Это мультимедийная выставка памятника проходит сейчас, вот как раз 3 сентября, открывается почти 12 парков по всей России. Первая выставка открылась в Южно-Сахалинске 29 августа. Некоторые парки, к сожалению, отложили из-за пандемии, отложили на открытие на октябрь. Давайте приступим к экскурсии, да, Наталья Никитична? Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы с вами посмотрим самые знаковые работы, которые касаются темы Великой Отечественной войны и, конечно же, памяти о ней. Итак, дорогие экскурсанты, обращаю ваше внимание на то, что здесь у нас все в хронологическом порядке разворачивается. Здесь у нас, которые касаются начала Великой Отечественной войны, одно из ярких полотен Аркадия Пластова. Сам Аркадий Пластов родился в семье потомственных иконописцев и, конечно же, горячо любил свою родину, которая столкнулась с такой страшной бедой, как нападение врагов извне. Здесь у нас полотно, которое называется «Фашист пролетел». Оно в свое время произвело фурор на, если можно так сказать, но оно очень большой резонанс вызвало в среде политиков из числа союзников, потому что как раз-таки очень ярко отображают преступления фашизма против простых русских людей. И, конечно же, здесь у нас представлена простая деревенская жизнь, в которую врывается чудовищная сила вермахта. Мертвый мальчик, убитые животные, и вдалеке, видите, там летит самолет вражеский. Вот такой вот страшный удар встретила наша страна 1941 года, когда враги без объявления войны, нарушив все договоренности, дипломатически нападают на нее, начинают убивать, начинают грабить, и такой удар нам удалось выстоять. Итак, сейчас мы с вами переходим, который касается того, как наш народ объединился для того, чтобы организовать оборону. Здесь у нас картины, которые посвящены ходу войны. Это, конечно же, Сталинградская битва, это оборона Ленинграда и движение на территории Севастополя. Как вы знаете, сталинградцы боролись буквально за каждый дом. И, конечно же, их подвиг еще и состоял в том, что они продолжали работать, они продолжали снабжать фронт, и иногда собирали танк, сами садились в него и выезжали на передовую. Конечно же, вот такой вот был подвиг у волжских рабочих в тот момент. В Севастополе моряки воевали до последнего, и вы знаете, что это очень важная крепость. Еще Лев Толстой там воевал во время Крымской войны, но тем не менее, еще раз этот рубеж пришлось оборонять. Конечно же, вот эти полотна, которые посвящены обороне Крыма, они вот, здесь одно из этих полотен. То, что касается Ленинграда. Ленинград, вот здесь вот у нас, то, что касается мифов о Великой Отечественной войне. Дело в том, что мифология, она иногда касается того, что Ленинград можно было бы как бы сдать. Мы понимаем, что этого было делать нельзя, потому что фашисты предполагали, что граница между Финляндией будет проведена по Неве. И город предполагалось уничтожить. Ну и вы знаете, что ленинградцы, несмотря на все лишения, продолжали бороться, продолжали работать до последнего, несмотря на угрозу голодной смерти. И таким вот образом, конечно же, город, он добился звания города-героя уже после Великой Отечественной войны. И старым улицам, которые там еще с имперского времени имели свои названия, определенные возвращены. То есть проспект Нежданова, который сегодня называется Невский, и в царское время назывался Невским, снова стал так называться. Итак, дорогие экскурсанты, сейчас мы с вами
я вас подожду, да. Война, она, конечно, она вызвала подъем патриотизма и массового героизма людей на фронте. То есть вот здесь вот у нас представлено полотно кухрыниксов, то есть это у нас группа художников, и посвящено оно подвигу Зои Космодемьянской. Да, вы знаете, что Зоя Космодемьянская стала разведчицей, она стала как бы действовать в тылу, да, действовать в тылу противника, и, конечно же, вот этот ее подвиг, он здесь отображен. Далее, здесь вот у нас полотно, написанное Павлом Кориным. Первая его часть, центральная, посвящена Александру Невскому. Тогда был юбилей 700-летия подвига князя молодого. Ему было 18 лет на момент Невской битвы. Здесь и затем в 43 году, уже к середине Великой Отечественной войны, у нас появляются правая и левая его части, да, то есть это старинный сказ. И вот здесь вот момент, который касается народного подвига, то есть это молодые крестьяне, которые в те времена, конечно же, пошли воевать против захватчиков. И дело в том, что затем уже на рубежах Новгорода, когда уже нам удалось выбить оттуда врагов, портрет, точнее вот полотно, которое изображает Александра Невского, оно было там показано, то есть его поставили на самое видное место, и таким вот образом преемственность поддерживалась между подвигами разных веков. Далее, дорогие экскурсанты, хочу ваше внимание на День Победы. Так, что касается защиты дальневосточных рубежей, то есть мы знаем, что это часть Великой Отечественной войны. Здесь вот у нас полотна, которые касаются Южно-Сахалинска, а также Турин. То есть это те самые территории Советского Союза, откуда как раз таки были выведены войска империалистической Японии. Мы знаем, что очень многие якутяне, например, профессор Самсонов, русист очень известный, он участвовал в этих событиях. И таким вот образом уже подвиг моряков, подвиг десантников, подвиг пограничников, дальневосточников вот здесь вот у нас представлен перед вами. Дело в том, что, конечно же, была одержана победа. И перелом был одержан, был достигнут во время Сталинградской битвы еще. Да? Вот тот момент, который касается капитуляции. И здесь вот у нас, как я немножко оговорилась, да, это тоже взятие Рейхстага уже после капитуляции врагов. Но тем не менее, в тылу люди тоже продолжали бороться. Вот здесь вот у нас полотно Александра Локтионова «Письмо с фронта». Письмо фронта, дорогие мои. Итак, дело в том, что даже несмотря на все лишения, люди, они верили в завтрашний день. Они верили в завтрашний день, и здесь вот у нас полотно, которое отображает эту уверенность в будущей победе. То есть, несмотря на все лишения, вот тут вот такой вот страшный пол, да, полуразрушенный, потому что все силы, они были брошены на оборону, все равно людям удается объединиться и сражаться. И не только на фронтах, но также и в тылу. Итак, дорогие экскурсанты, спрашиваю вас. К моменту победы, уже когда, собственно, удалось достигнуть великих достижений. И, конечно же, вот здесь вот у нас очень интересное полотно, которое касается защитников Ленинграда. То есть мы понимаем, что Ленинград защищали с моря, и зачастую это полотно Федора Богородского также называют Ленинградской пьетой, потому что образ погибшего моряка, также его матери, которая склонилась над ним, он у нас перекликается с той скульптурой, которую в свое время, шедевральной, которую в свое время изваял Микеланджело. Да? То есть там, конечно,
прямая очень преемственность, и таким образом, даже вот такого рода образом художники у нас обращаются. И вот то, что касается монументов, я уже говорила про них, да? Здесь у нас монументы, которые сооружены в Волгограде, в Берлине, и касаются уже защитников и также непосредственно образа Родины Матери. Объединяет их всех меч. Вот вы видите, то, что у каждой статуи у нее в руках меч. И этот меч, это, конечно, это образ образ борьбы, а затем победы над самым страшным врагом в истории человечества, который попытался застать Советский Союз врасплох и потерял миллионы погибшими. Вот я не зря как раз к этому обращаюсь, потому что 60-е годы, уже когда после войны какое-то время проходит, к этому вопросу уже очень серьезно начинают обращаться художники-шестидесятники. Они все обращаются к авторским техникам разнообразным. И здесь вот я хотела вам особое внимание уделить одному полотну, которое касается уже памяти Великой Отечественной войны. Прошу вас. Значит, это полотно, которое написал в свое время Борис Неменский. Борис Неменский, называется оно «На безымянной высоте», и оно отображает такой очень травматичный опыт. То, о чем часто говорят, когда какие-то страшные события врываются в жизнь отдельно взятого человека как личности. Борис Неменский как-то случайно нашел труп молодого немца, которого призывали на войну. И, собственно, вот здесь вот у нас момент страшный, потому что война выкосила целое поколение молодых мужчин и женщин, которые отправились на фронт, которые воевали. И вы знаете, то, что нам пришлось заплатить самую страшную цену – 27 миллионов погибших. То есть это непосредственно и воюющие, и мирные жители. И здесь вот у нас представлены два трупа молодых очень мужчин. Дело в том, что это показывает то, что вот этот вот ужас весь войны, потому что война, она приравнивает всех людей, потому что все люди на ней погибают. И уже вот вопрос такой о бессмысленности войны как таковой, как от страшного какого-то конфликта, который приводит к тому, что те, кому не следовало умирать, начинают на ней погибать. И вот это полотно, оно, конечно же, уже в 60-е годы, оно является, как иногда говорят, рефлексией на те события, которые имели место в прошлом. Так, далее, особо интересные полотна, они, конечно, не касаются сурового стиля. То есть это полотно, которое называется «Партизанская Мадонна». Уже, собственно, иконописные образы возникают. Далее я хочу ваше внимание обратить на то, что вот я не зря касаюсь беды целого поколения, потому что здесь вот у нас полотно, которое изображает волк. Это волк, это матери, которые потеряли своих мужей, которые потеряли своих детей на фронте. То есть практически целое поколение, оно исчезло, и остались одни женщины. И весь героизм людей, оставшихся в тылу, проявился в том, что, несмотря на все решения, их восстановили мирное хозяйство, и наша страна продолжила неимоверным усилием достигать успехов огромных. И вы знаете, что появилась фундаментальная наука, появилась космическая программа, но, конечно, расширяет защиту нашей страны. Далее, как экскурсанты, мы с вами поговорим уже о современных событиях, о современном этапе. Несмотря вот на этот весь яркий колорит, здесь вот возникает некоторая, знаете, вот я не зря сказала про упад. Дело в том, что, конечно, это художник, который придерживается тех идей, которые есть во всем мире. То есть мы знаем, что современная живопись, она множество этапов своего развития пережила. И здесь у нас такие
вот очень близкие к такого рода международное влияние полотна. Заброшенность, не то чтобы заброшенность, а одиночество показано, то есть это момент, который касается того, что память войны, она, конечно, с нами живет, и оно вызывает еще у нас такой философский вопрос того, что нам нужно заботиться о ветеранах войны, потому что, конечно, это люди, которые с собой сохранили живую память тех событий. И, дорогие экскурсанты, дорогие коллеги, спасибо за ваше внимание и, конечно же, до новых встреч. До новых встреч, будем ждать вас снова. У нас снова эта выставка откроется, и поэтому в более такой неформальной обстановке, конечно, по времени не очень, то есть невозможно ознакомиться со всеми полотнами, и уже непосредственно ознакомиться с ними вы можете самостоятельно в том темпе, который был для вас.